День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Создание буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, до 90 тысяч рублей пособия по беременности для будущих матерей-студенток, в стране стартует основной период ЕГЭ. Чем еще запомнилась уходящая неделя, знает Айсена Бурнашова. Здравствуйте, это дайджест федеральных новостей. Расскажем о самом важном. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки президента в Курскую область. Жители приграничья нуждаются в дополнительной поддержке, отметил Путин. Кабмину поручено восстановить все разрушенное, обеспечить компенсации пострадавшим и создать условия для возвращения людей в родные поселки. Также принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Наши вооруженные силы эту задачу сейчас решают. Принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности. На повестке совещания еще одна важная тема – лесные пожары. Глава МЧС Александр Куренков и министр природы Александр Козлов доложили президенту о ситуации. С начала года в России возникло почти 2500 лесных пожаров. Их площадь составляет около 2 миллионов гектаров. Это в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае. С начала года там зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров и в Бурятии 207. Министр подчеркнул, обстановка в субъектах находится на особом контроле. Вместе с тем, скоро летний сезон и есть угроза появления природных пожаров в северных регионах. Требуется определенное внимание. По тому прогнозу, который мы сейчас видим, это у нас граница 3 регионов. Это запад Якутии, северо-восток Красноярского края и север Иркутской области. Там прогнозируется крайне сложная локация. И также в списке потенциальных пожарных рисков у нас Архангельская область, Коми и Центральный и Южный федеральные округа. Мы с регионами на связи, постоянном контроле. Хотел просто на это обратить еще раз внимание. Там требуется определенное внимание и мобилизация во времени. В России пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток вырастут до 90 тысяч рублей. Размеры выплаты будут рассчитываться, исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это реализуется сейчас. Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта России. Ожидается, что новые правила вступят в силу с начала учебного года. Предоставляться подобная поддержка станет за счет федерального бюджета будущим мамам, проходящим обучение в очной форме в вузах и в колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и в научных организациях. Учебный год завершается, и для выпускников школ наступает самый важный этап – сдача ЕГЭ. На неделе в России стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Аттестация началась с экзаменов по истории, литературе и химии. Обязательные предметы – русский и математику – выпускники сдают на следующей неделе. В проведении ЕГЭ будет задействовано свыше 300 тысяч специалистов, а также 6 тысяч медработников. Приоритет – безопасность. В этом году ЕГЭ сдают 714 тысяч выпускников. Стабильным остается интерес к предметам естественно-научного цикла. В топе оказались ЕГЭ по физике, химии и биологии, данные Минпросвещения. С каждым годом серьезно совершенствуем содержательную часть экзаменов. Добавлены задания на применение предметных знаний, на рассуждение, аргументацию, логику.
Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня ЕГЭ – это не тест с выбором ответов. И в завершении выпуска каждый может поймать удачу за хвост. Каждый, кому знакомо выражение «цуефа». В Москве пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Главный приз – 1 миллион рублей. В чемпионате могут принять участие все желающие старше 6 лет. Состязания будут проходить в несколько этапов на разных площадках города. Места проведения можно увидеть на официальном сайте события. Сам чемпионат стартует 1 июня и продлится все лето, а финал пройдет в сентябре. Имя победителя узнаем во время празднования Дня города. Чемпионат в столице проходит во второй раз. Цуефа, 1, 2, Цуефа, Цуефа. Есть победитель, поздравляю! Такой была эта неделя. Увидимся на следующей. До свидания. За подвиги и самоотверженность в Кремле наградили россиян, которые служат стране по-настоящему. Медик Людмила болела, теперь со звездой героя. Она закрыла собой раненого бойца, который жив теперь благодаря ей. Министр иностранных дел Сергей Лавров держит удар на международной арене, ни разу не отступив в отстаивании позиции страны на самых сложных переговорах. Ирония, юмор, ум и сотни журналистов, которые передают его слова по всем каналам связи. Дальнейшую активную работу. Для меня огромная честь получить эту награду и из ваших рук, и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца. Воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении. И нисколько не сомневаюсь, что сегодняшнее событие с вручением этого ордена вдохновит всех моих товарищей на дальнейшую активную работу. Космонавт Дмитрий Петелин приехал на неделю в Якутию. В апреле с ним связались учащиеся кадетской школы-интерната и пригласили в гости. А ранее в честь Героя России назвали один из классов в школе 24, где Дмитрий проучился 2 года, с 90 по 92. Как прошел визит, знает Анна Васильева. Родители космонавта-испытателя Дмитрия Петелина познакомились в городе Удачном, а сам будущий космонавт родился в городе Кустанай. Начальное образование он получил в школе номер 24 города Удачного в 90-е годы. Спустя годы Дмитрий вернулся в родной Мирнинский район, чтобы поделиться своими достижениями, вдохновить молодежь и рассказать о своих космических приключениях. Очень рад быть на этой земле, благодатной республике Якутия. Рад вернуться вновь на свою родину, можно сказать. Я здесь прожил многие годы в городе Удачном, в школу начал ходить. И многие вещи, конечно же, я не видел, будучи ребенком, а теперь в полной мере мне открылась Якутия. И город Удачный, сейчас едем в Мирный. Посетили Вилюйскую ГЭС, очень масштабное, очень значительное сооружение, поэтому очень рад, очень горд быть здесь. В рамках визита гостю показали Вилюйскую ГЭС, объект, который 60 лет назад посетил космонавт Валерий Быковский. В 1965 году поселок Чернышевский и строящийся на тот момент станцию посетил космонавт-герой Советского Союза Валерий Быковский, который также осмотрел станцию и познакомился с первыми гидростроителями. Также во время визита состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске Валерия Быковского, расположенной на улице космонавтов поселка Чернышевский. Оказалось, что Дмитрий Петелин был знаком с этим легендарным космонавтом. И даже мне довелось общаться с ним, да, еще уже в Звездном городке. Мы то поколение, которому было удостоено общаться с первыми. Мы общались с Леоновым, с Волыновым, с Быковским в том числе. И очень большая гордость, и действительно очень приятно быть сегодня здесь, на вашей земле. Герои России также тепло приветствовали кадеты школы имени Героя России Геннадия Трошева. Встреча стала важным событием для учащихся, вдохновив их на достижение высоких целей и служение Родине. Такие встречи способствуют патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связи поколений героев. Готовились именно последний звонок посвятить приезду Дмитрия Александровича Петелина и назвать его «Путь к звездам».
Для него это в буквальном смысле путь к звездам, а для наших выпускников это путь к генеральским звездам. Наступила пора последних звонков. В эти дни более 1450 выпускников 11 и 9 классов прощаются со школой, открывая новую страницу своей жизни. Особым гостем на празднование школьников стал Герой России. Он поздравил ребят с окончанием школы, пожелал им успехов в учебе, смелости в достижении целей и веры в свои силы. Я верю, что среди вас очень много будущих ученых, инженеров, строителей, летчиков, кто знает, может быть, и покорителей космического пространства. Это большая честь для нас. Мы очень рады его посещению, нашего последнего звонка. Мы, правда, очень ценим и обязательно запомним это на всю оставшуюся жизнь. Дмитрий Петелин подчеркнул важность образования, настойчивости и стремления к мечте, напомнив о своих космических приключениях и достижениях. Это вдохновляющее выступление стало ярким моментом праздника и оставило у выпускников и их родителей теплые воспоминания. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Третий год в Северо-Восточном федеральном университете проходит обучение студентки из Донецкой Народной Республики. Об истории поступления девушек и самых ярких впечатлениях студенческой поры расскажет Эржена Гармаева. Давид Архан об СВО знает не понаслышке. В 2022 году он в числе первых отправился восстанавливать город Кировское. В ДНР Давид занимался социальными вопросами, то есть помогал раненым, инвалидам и детям. В процессе работы нам поступило предложение о том, чтобы обеспечить поступление выпускников школ города Кировска в наш Северо-Восточный федеральный университет. Откликнулось много ребят, но из-за того, что наша республика очень далеко находится и очень холодно там, многие отказались. И 2 девочки отважились поступить в наш Северо-Восточный федеральный университет. Так Валерия и Анастасия оказались в нашей Северной Республике. Родители девушек поначалу идею обучаться вдали от дома не оценили, но стремление к знаниям было сильнее. Я даже не знала, что такое Якутск, где это находится, как тут по температуре. Я просто такая: мам, я еду. Пытались меня отговорить какое-то время, наверное, первые сутки со мной пытались поговорить, и такая: да нет, я поеду. Я хотела поступить очень сильно куда-нибудь в Россию, но моя мама была немножко против этого, потому что были проблемы с тем, как надо куда-то ехать, сдавать документы и все так далее. И это довольно-таки упиралось в финансовые средства. Но о деньгах переживать не стоило. Авиаперелеты во время обучения девушкам оплачивает университет. Предоставился УФУ и общежитие. Условиями проживания студентки весьма довольны. Мне вообще очень нравится наше общежитие. Я считаю, это самое лучшее общежитие, наверное, по всей России. Мне с соседками очень везет. Одноклассницы стали еще и одногруппницами. Сейчас девушки постигают азы китайского и английского языков и уже делают успехи. Валерия прошла конкурентный отбор. В следующем семестре она отправится на стажировку в Чинчунский университет. Но получилось все не сразу. К сожалению, я первый раз не прошла. Я понимаю, какие у меня были ошибки, и учла их при следующем собеседовании. И да, меня взяли, и теперь в сентябре я поеду в Китай. За 3 года пребывания в Якутске и Валерия, и Анастасия сильно поменялись. Перемены отмечают и те, с кем девушки бок о бок грызут гранит науки. Они, если честно сказать, были несколько замкнуты в себе, но это продолжалось совсем недолго. Прошло всего лишь каких-то несколько месяцев, и в целом Лера уже тогда успела, как и с Настей вместе обосноваться в городе. Они даже, наверное, чаще, чем я, общались с местными жителями, со студентами, с ребятами. Удалось южанкам сладить не только с северными людьми, но и с северной погодой. Очень нравится, когда вокруг туман, я никого не вижу, меня никто не видит. Ты идешь в своей курточке, ничего не видишь, и такой топ-топ-топ. Все хорошо. История девушек доказывает, дружба народов России не просто пустые слова, а вполне реальная сила. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Нюргун Старостин, Якутск.
Единый день участника СВО пройдет во всех кадровых центрах Якутии 28 мая. Цель мероприятия – помочь военнослужащим в трудоустройстве на предприятии региона. Специалистам уже удалось трудоустроить 24 участника и 25 членов их семей. При этом наиболее востребованными профессиями оказались менеджер, машинист, экономист, охранник, фельдшер и даже парашютист пожарный. Всего в список попали 14 специальностей. Реализуется и программа профподготовки. С начала года эти курсы прошли уже 9 человек. Помощь в трудоустройстве получает каждый обратившийся военнослужащий. С начала 2025 года в Центре занятости обратилось 63 участника СВО и 38 членов их семей. На текущий момент на учете в службе занятости состоит 52 участника СВО и 48 членов их семей. Кадровые центры республики активно проводят мероприятия для участников СВО и членов их семей. В ходе этих мероприятий участники СВО и члены их семей знакомятся с актуальными вакансиями и условиями работы. Образовательная программа «Свое дело 14» выявила лучшие бизнес-проекты среди участников, ветеранов СВО и членов их семей. Всего в ней приняли участие 27 человек, не только из Якутска, но и из районов республики. Из них 21 вышли в финал. В рамках программы они прошли 5-дневный образовательный курс. Он состоял из теоретической и практической части. Теоретическая начиналась от базовых знаний по основам предпринимательства и визитом в якутские предприятия. Ну а практическая часть там, где они уже должны были защищать разработанные бизнес-проекты. Авторы лучших идей получат гранты от 50 до 200 тысяч рублей на старт развития своего бизнеса. Проекты различные, они были направлены и на развитие самозанятости, начиная от массажных небольших салонов до автосервисов, производственных предприятий, ну, то есть различные проекты. Конечно же, учитывая небольшую сумму грантов, это такие небольшие стартовые, скажем, инвестиции для начала небольшого бизнеса. Кроме того, по линии Фонда развития предпринимательства участники этой образовательной программы могут получить специальный льготный продукт от Фонда развития предпринимательства под ставку 1% годовых. Якутская журналистика и жители республики потерпели большую утрату. В ходе специальной военной операции при исполнении своего долга погиб известный журналист, ведущий, корреспондент НВК «Саха» Алексей Семенов. Зрителям он запомнился как талантливый телевизионщик, автор информационной аналитической программы «Кюнтен-Кюн». Для нас, его коллег, Алексей навсегда останется примером для подражания, мужества и профессионализма. Мен атым Алексей Семенов, Үтекүннен. Не просто журналист. В каждый свой материал Алексей Семенов вкладывал душу, трепетно относился к слову и тому, как будет выглядеть в кадре. У него ко всему был свой подход. Алексей четко понимал, что хочет увидеть зритель в эфире национального телеканала. Так, как делал Алеша, больше никто не сумеет, потому что как он заходил в студию, как он разговаривал со спикерами, как он делал сюжет, компоновал, писал текст. Это было уникально. И при всем этом Алексей был очень скромным, немногословным и добрым. Его сложно назвать наставником в привычном понимании, но каждый новичок телеканала равнялся именно на его работу. Чего только стоили одни стендапы Алексея. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова. На телевизионном языке такие приемы называют оправданными. Вот я хочу вспомнить один материал, когда он делал про архив материал, и вместо того, чтобы словами передать о том, что вот значимость архива через несколько лет только будет проявляться, он загримировался и эти же кадры рассказывал словами уже в будущем времени, сидя уже в роли старика. Талантливый человек талантлив во всем. Алексей родился в 1986 году в селе Далыр Верхневилюйского района. И именно здесь он и начал свою карьеру в телевидении. Но перед этим отучился на культуролога и чуть было не заключил контракт с театром эстрады. Мы могли бы знать его как артиста и певца. В героях былых времен не осталось порой имен. Но он предпочел журналистику. При этом долгое время Алексей работал в улусном филиале телеканала.
В один прекрасный день к нам из Верхневилюйского района приехал стажер. Неделю или 2 недели он сам по себе снимал что-то, делал какие-то классные сюжеты. Мы здесь работали, но его приемы мы не использовали. И он вот так вот, как приехал, внезапно, можно так сказать, да, и внезапно уехал. стадион бир кемге үстенче зрители. Сюда, в Якутск, его звали аж 3 раза. Послушался Алексей только на 3-й, по совету старшего коллеги. Тот сказал ему, что надо расти. А приехал в Якутск, он совершенно другим человеком. Он практически всех знал. Мы его встретили как звезду, потому что мы уже знали, какие работы он делает, да, какие сюжеты он снимает. Начинал он корреспондентом, но в какое-то время еще учился на оператора. И целый месяц он летал в северные районы. За всю свою карьеру Алексей исследовал, пожалуй, всю необъятную Якутию. Он был легок на подъем, соглашался на любую работу и во всем видел интерес. Для Алексея не существовало скучных тем, он из любой мог сделать стоящий материал. Он был готов к работе всегда, вне зависимости от того, какое событие это происходит. Это может быть ЧС, там, наводнение, лесные пожары, какие-то крупные аварии. Или какое-то серьезное очень общественно-политическое событие, да? Или даже элементарно просто какие-то детские соревнования. То есть вот охват тем, над которыми он работал, он был очень широким. В 2014 году Алексей Семенов впервые вошел в студию в качестве ведущего передачи «Кюнтен Кюн». Именно с его подачи ее выпуски приобрели культовый статус. Над выходом всего одного эфира Алексей работал больше недели. Мы с Алешей были знакомы больше 10 лет. За это время мы готовили очень много выпусков новостей, итоговые передачи «Кюнтен Кюн». И над самими сюжетами тоже много работали. Леша всегда старался заранее все подготовить, чтобы успеть доделать графику для передач. В 2024 году всю редакцию удивила новость о том, что Алексей подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции. Об этом он никого не предупреждал, не хотел, чтобы друзья волновались. Там, на фронте, Алексей работал в составе разведгруппы и, несмотря ни на что, продолжал делиться новостями с полей, присылать доступные фото и видеоматериалы и когда-нибудь мечтал создать документальный фильм о спецоперации. И в этом поступке, и в каждом его сюжете прослеживается большая любовь. Любовь к супруге, ко всем своим 3 детям, к коллегам, к работе и родине. Именно за это Алексея полюбили в ответ мы и его телезрители. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Вопросы кадрового обеспечения отраслей топливно-энергетического комплекса обсудили под председательством Айсена Николаева. Так, в 2029 году необходимо будет восполнить суммарно порядка 300 тысяч работников. Глава региона также обратил внимание на ключевую роль национальных и федеральных проектов, таких как «Профессионалитет», «Приоритет 2030», создание передовых инженерных школ, а также программу «Молодежь и дети», которые создают прочную основу для подготовки высококвалифицированных кадров. Айсен Николаев подчеркнул и важность поддержки молодых специалистов и не только на уровне программ корпораций, но и на уровне государства. Кадровое обеспечение отраслей топливно-энергетического комплекса является ключевым фактором достижения экономического роста и технологического суверенитета страны. Особенности для реализации таких масштабных задач, как нацпроект «Новые атомные энергетические технологии».
или для реализации генеральной схемы развития электроэнергетики. Важно, чтобы подготовка кадров соответствовала технологическим задачам экономики. Уверен, что вопрос кадрового обеспечения ТЭК должен решаться совместно органами власти, образовательными, научными организациями и, конечно же, предприятиями-работодателями. Первые паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Работу паромной станции начали чуть раньше запланированного срока, в начале недели, 22 мая. Несмотря на это, переправа Дыркалах в Якутске уже готова принимать пассажиров. В целом, этот сезон навигации пройдет практически без изменений, за одним исключением. Каким, знает Саргалана Неустроева. Несмотря на то, что открытие летней навигации большинство жителей республики ждет с нетерпением, этот паром, он, кстати, первый последует из Якутска в Нижний Бестях, практически полупустой, нагруженный техникой для обустройства причалов на том берегу и редкими пассажирами. Такая, если хотите, первая ласточка навигации этого года. Все потому, что сразу за ним последуют и другие паромы. И так, красиво выстроившись в ряд, судна отбывают в Нижний Бестях. Всего на линию в первое время выйдут 8 паромов от 2 предприятий. В дальнейшем будет увеличиться количество, и в конечном итоге доведем до 14 количества паромов, работающих по расписанию. Вот так в штатном режиме, как и годы до этого, и стартует навигация. Но предшествует ей долгая подготовка. С февраля до мая теплоходы стояли на ремонте, заменили палубу, починили двигатели. Всего понемногу, резюмирует капитан судна Дмитрий Митин. Такой вот парадокс Тесея. Спасибо руководству. 100% заменена днищевая обшивка, восстановлены все наборы, поэтому судно находится в хорошем техническом состоянии. При этом стоимость ремонта, как и топлива, в этом году подорожала. Вместе с этим увеличились и тарифы на проезд. По информации Министерства транспорта региона, теперь цена перевозки будет зависеть от размера автомобиля. По легковому транспорту на сегодняшний день, если сравнивать с прошлым годом, удорожание есть на 21%. По грузовому транспорту на 4%. Если смотреть по легковому транспорту, если, например, очень маленькие машины, например, в прошлом году 950 стоили, то нынче стоит 1150. Повысилась стоимость проезда и на других типах плавательных судов. Например, если в прошлом году с Якутска до Нижнего Бестяха катера курсировали в среднем за 800 рублей, то в этом году за 1000. И здесь разница тарифов также будет составлять 200 рублей. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. С 28 мая трансфер пассажиров поезда через реку Лену будет выполняться на теплоходе «Рукавишников». Далее из пункта ожидания в Нижнем Бестяхе до ЖД вокзала автобусами. Стоимость трансфера по маршруту Якутск, речной вокзал, ЖД вокзал, Нижний Бестях, теплоход плюс автобус составит от 1100 рублей. Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезде, на сайте АО РЖД, а также в билетных кассах на ЖД вокзалах по всей стране. Технические эксперты дорог Арктики завершили работу передвижных пунктов диагностики автомобилей на автозимниках. За 3 месяца предприятием были проведены техосмотры транспортных средств и выданы 600 диагностических карт в 11 населенных пунктах. Предприятие напоминает, что график работы ежегодно размещается на официальном сайте и заблаговременно направляется в местные администрации и организации, заинтересованные в проведении осмотра. Рекомендуется подготовиться к приезду передвижного пункта ТО заранее, чтобы избежать проблем с эксплуатацией техники. За нарушения в Якутске только за этот год заблокировано 221 пользователь электросамокатов, оштрафовали 69. Основные виды нарушений – езда вдвоем, неспешивание и непарковка вне установленных площадок. Прокатные электросамокаты, предназначенные для взрослых и индивидуальных поездок, детям на них ездить ни в коем случае нельзя. Ни в качестве водителей, ни в качестве пассажиров. Статистика показывает, что в прошлом году было зарегистрировано 13 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В 9 из них пострадали 10 детей. Мониторинг у нас происходит каким образом? У нас есть городская команда, более 40 человек, которые, грубо говоря, ежечасно проверяют весь город. Есть и сотрудники, которые приводят как раз в порядок парковки, то есть составляют согласно требованиям самокаты. И вот как раз
они в большей части фиксируют нарушителей. То есть как те пользователи, которые едут вдвоем, не спешиваются, вот все они фиксируют и отправляют наш чат-бот, который оперативно сразу же, получается, фиксирует нарушения и блокирует аккаунты. Если в Якутске сезон открыли самокатчики, то в Нерюнгри начинается совсем другой – сезон активности клещей. С каждым годом увеличивается их количество, в которых по результату вирусологических исследований обнаруживаются возбудители инфекционных заболеваний. Причем Нерюнгринский район включен в перечень субъектов страны, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. О мерах профилактики в районе сегодня узнаем у наших коллег. Еще буквально 3 дня назад в Нерюнгри все было покрыто снегом, но сегодня ситуация кардинально изменилась, а уже на следующей неделе нас ждет более 20 градусов тепла. А это значит, что кровососущие паразиты начинают свою активность. В Нерюнгринском районе уже зафиксированы случаи укусов клещей, пока что в большинстве своем они завозные. Пострадало от укусов клещей 7 человек. 5 укусов было зарегистрировано на трассе по Дальнему Востоку. И 2 укуса уже зарегистрированы на территории Нерюнгринского района. Это в районе поселка Золотинка, лесная зона, и в районе города Нерюнгри. Все собранные клещи отправлены в вирусологическую лабораторию Центра генэпидемиологии в город Якутск. Пока данных нет. Подвергнуться нападению клещей можно не только в лесной зоне, но и в черте города, рядом с жилыми домами, в парках, скверах. Будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы предотвратить нападение клещей на человека. В первую очередь, конечно, это не специфические меры, связанные с очисткой территории, обработкой против клещей всех окружающих территорий. В первую очередь это, конечно, образовательные учреждения. Все образовательные учреждения, в том числе площадки летних оздоровительных учреждений, будут подвергнуты акарицидной обработке. Кроме того, будут обрабатываться все территории, где проводятся массовые мероприятия, в том числе проводимые в этом году национальный праздник Исаак-Халмунхо. И, кроме того, будут также обрабатываться территории рядом с жилыми домами и в целом на территории поселений. Самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация. Вакцинация проходит достаточно активно. Сейчас на данный момент у нас закончили вакцинацию около 800 человек. Вакцинация проводится с 2023 года бесплатно, так как район включен в эпидрайон по клещевому энцефалиту. Ответственно относиться к вакцинации от клещевого энцефалита значит проходить ее в соответствии с рекомендованной схемой и следовать рекомендациям врачей. Важно понимать, что прививка – это основной способ защиты от этого заболевания, и соблюдение схемы вакцинации обеспечивает максимальную эффективность. Я считаю, что это обязательно, особенно и детей, и взрослых. Но если, допустим, человеку противопоказание какое-то есть, конечно, это печально, но стоит придерживаться мнению врачей. А так обязательно нужно поставить, потому что, как ни странно, клещи агрессируют, прогрессируют и почему-то свои территории увеличивают. Конечно, нужно ставить, заботиться о своем здоровье в первую же очередь и о своих близких. Важно также соблюдать необходимые меры индивидуальной профилактики, репелленты, закрытая одежда в лесных зонах, само- и взаимоосмотр для обнаружения клещей на теле. Да просто не ходить в лес, что там делать, там медведи, тем более у нас в Нерюнгринском улусе. Но, конечно, надо высокие резиновые сапоги и сверху манжет, чтобы был тоже на резинке у брюк, обязательно закрывать себя платком или же одевать сверху есть шапочка москитная. Так что, конечно, должно быть все закрыто, все места закрыты, куда может проникнуть эта зараза. Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и начатое лечение поможет предотвратить развитие вирусных заболеваний. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. В парламенте республики прошли слушания, посвященные оптимизации расходов в отрасли ЖКХ. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем по региону вырастут на 13%. Несмотря на ежегодное удорожание тарифов, в 2024 году организации ЖКХ Якутии недополучили субсидий на 15 миллиардов. Депутаты и члены правительства обсудили меры по сдерживанию роста этих субсидий. По поручению главы республики Айсана Николаева разработан план мероприятий, направленных на сдерживание увеличения расходов. Сегодня есть проблемы по отсутствию финансов в части работы ресурсоснабжающих организаций по завозу ТЭР.
есть вопросы по текущей деятельности, есть вопросы по задолженности. И сегодня правительство упорно работает по поиску средств институтами, финансовыми институтами страны. И, конечно, мы будем вынуждены получать кредиты, но при этом, конечно, чтобы мы при корректировке бюджета через бюджет решили эти проблемы по возмещению понесенных затрат ресурсоснабжающих организаций. Несанкционированные свалки – одна из болевых точек любого города. Не обошла эта проблема и Якутск. Как столица борется с мусором, используя современные технологии, знает Аржена Гармаева. Люди, живущие в 21 веке, привыкли к камерам. Они окружают нас везде – в смартфоне и ноутбуке, в магазине и на улице. Технический прогресс зашел настолько далеко, что камеры помогают выявлять правонарушения. Видеофиксация, например, один из методов борьбы с несанкционированными свалками. В прошлом году осенью начались работы, определили первые точки, на которых фиксируется сбор ТКО. И мы сюда устанавливали камеры своими силами. Работают они на сим-картах, то есть для них нужно только питание, электричество, ну и стабильная интернет-связь. В этом году мы продолжаем работу в этом направлении. Будут дополнительные точки определены, будут также дополнительные камеры поставлены. Как это работает? Предположим, я предприниматель с кучей отходов. Я приезжаю на машине к бакам в жилом дворе и выкидываю мусор. Казалось бы, дело сделано, не пойман, не вор. Однако камера уже все зафиксировала. И мое лицо, и номер моего автомобиля. Сама система выглядит таким образом. То есть сейчас в режиме реального времени камеры работают. Также можно просмотреть архив. Сейчас вот включили мы сегодняшняя дата, час дня. Как можно наблюдать, в принципе, довольно хорошо, четко видно номера машин, которые приезжают. Записи регулярно просматривают в городских управах. Если правонарушение зафиксировано, данные машины передают в административную комиссию Якутска. Она составляет протокол и привлекает нарушителей к ответственности. Ответственность достаточно серьезная, особенно если мы говорим о должностных лицах и юридических лицах. На должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей. Физические лица от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Но главное помнить, чистота начинается с нас самих. К тому же бесплатно твердые бытовые отходы принимают на городском полигоне по адресу Вилюйский тракт, 9 километр. Аржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутии, как и по всей России, стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. В первый день выпускники школ сдавали один из 3 предметов по выбору, а именно это литература, история или химия. Как стартовал основной период, знает Вероника Таюрская. На лице Ольги Марковой ни капли волнения. Выпускница национальной гимназии АИКХТ уверенной походкой идет к аудитории, где она будет сдавать свой первый единый государственный экзамен. Ольга давно определилась с дисциплинами и активно к ним готовилась. В будущем девушка хочет стать филологом, и для этого ей необходимо написать ЕГЭ по литературе и русскому языку. Я сейчас буду писать ЕГЭ по литературе. В принципе, я хорошо подготовилась, я так чувствую. Я надеюсь на легкий вариант. И у нас хорошие учителя, поэтому, думаю, хорошо сдадим все. У меня по литературе репетитора не было, зато я занималась в онлайн-школе. И, учитель хороший, поэтому я уверена. Девушка сдает ЕГЭ в родной гимназии. Как гласит пословица, дома и родные стены помогают. Вместе с Ольгой Марковой в национальной гимназии АИКХТ ЕГЭ сдают еще 182 ученика из 26-й, 33-й школ, городской классической и национальной гимназий, а также из Центра глобального образования. Сегодня, как руководители ППЭ, работники школы, все готовы 9 кабинетов. Мне кажется, если
Они вот по выбору выбрали свой любимый предмет, которые уверены в своих силах. И мне кажется, они сдадут. И желаем удачи на экзаменах. В этом году ЕГЭ напишет 8074 якутянина в 231 пункте проведения экзамена. В первый день единый госэкзамен сдали почти 1500 выпускников в 136 пунктах. Так историю выбрали порядка 850 человек, 600 школьников написали литературу и 819 выпускников сдали химию. По сегодня проходящим экзаменам установлены минимальные пороговые значения, которые будут считаться как уже проходные баллы для получения аттестата. Да? Тем самым, это 32 балла по истории и литературе и 36 баллов по химии. Но для поступления в вузы все-таки выпускникам, абитуриентам необходимо будет изучать правила приема в определенные вузы, которые устанавливает пороговые значения для подачи заявлений. Первые результаты по химии, русской литературе и истории станут известны не позднее 6 июня. Основной период по сдаче ЕГЭ продлится до 11 июня. Результаты станут известны не позднее 25 июня. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В столице республики также вновь стартовал республиканский фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Свыше 4000 участников проверили свою физическую подготовку, выполняя нормативы. Программа испытаний включает такие дисциплины, как подтягивание из веса на перекладине, так и поднимание туловища из положения лежа. В остальные дни состоятся бег на ближние и дальние дистанции, а также скандинавская ходьба и метание спортивного снаряда. Итоги станут известны уже 25 мая. За 3 дня мы планируем принять нормативы ГТО около 4-5 тысяч жителей города Якутска и гостей. Здесь в мероприятии задействовано около 80 судей из близлежащих улусов и пригорода и города Якутска. Это тренера дюша и учителя физкультуры, те, которые проходили именно курсы повышения квалификации по судейству и организации именно ГТО. Тем временем школьники и студенты Ленинского района стали участниками других соревнований по пожарно-прикладному спорту. Мероприятие прошло массово. На площади Ленина сотрудники пожарной службы организовали в честь Всероссийского дня пожарной охраны для ребят интересные испытания, во время которых каждый мог представить себя настоящим пожарным. Подробности у наших коллег из Ленска. Равнение на середину. Почувствовать себя в роли огнеборца, испытать на себе всю сложность профессии и остроту ощущений, с ней связанных, прибыли на площадь Ленина 9 дружин юных пожарных. Перед прохождением каждого этапа соревнований профессиональные инструкторы, в числе которых пожарные и сотрудники службы спасения, сначала инструктировали участников. Первый этап был несложный – визитная карточка. Каждая команда представила свой девиз. Наш отряд – огнеборцы! Наш девиз – пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает. На старт, внимание, марш! После участникам предстояло на время одеть боевую одежду пожарного. Команде давался старт на время и качество выполнения задания. Не всем удавалось сделать все безукоризненно. Только на первый взгляд этап показался простым. На самом деле это то еще испытание. Первый опыт такой в этой жизни. Понравилось? Да, Что было самое понравилось. сложное? Но самое сложное – это все нормально надеть и не накосячить. Чтобы каждый человек знал то, что делать в таких ситуациях. Вообще для общего развития, для проведения таких мероприятий, чтобы люди все понимали, как это делается. То, что это не так просто залез в форму и пошел. Это нужно готовиться, пробовать одевать, учиться тоже. Опыт нарабатывать. После командам предстояло ответить на вопросы по пожарной безопасности, которые были в виде тестов. Мы работали всей командой, и нам было это очень легко, и мы справились. Там были про пожар, про огнетушители. Вот все связано с МЧС, с пожарным. Мне очень нравится атмосфера, мне нравится обстановка. Это и вправду очень интересно. Я бы пожелала каждому поучаствовать в таком мероприятии. Ярким, зрелищным и в то же время сложным был последний этап. Ребятам нужно было сначала одеть пожарное обмундирование, а после сделать боевое развертывание, включающее в себя подключение кранов с водой и условное тушение объекта, в роли которого выступил стенд с мишенью. Очень круто, очень прям активно все как-то действуется. Бегаем, вода, напор, вообще весело. Надо было взять шланги, взять, прикрутить, пистолет
Ну и все, ждать напора, чтобы напарники все прокрутили. И ждать от них, короче, когда они скажут, типа, все готово. Берешь цель, попадаешь, и все. Попали в цель? Да, все выиграли. Самое сложное бежать в такой форме. Соревнования длились несколько часов. Школьники приятно удивили профессионалов своей быстротой. Хотя, конечно, еще нужна ловкость и навыки, которые приходят в процессе регулярных упражнений и опыта. Все участники, ожидая оглашения результатов, жаждали победы. В пожарной эстафете 3-е место получила команда 2-й школы, 2-е место заняла дружина 1-й. Лучшие стали ребята из Бичинчинской школы. Для того, чтобы, возможно, кто-то из ребят узнает, что данный вид спорта для него подходит, он может пойти и дальше работать в структурах противопожарной охраны, да, МЧС. Или же также вот этот вид спорта называется не просто прикладным, ну то есть не просто называется прикладным, потому что это тут нет теории, тут только практика. Все участники награждены грамотами и ценными подарками. Этот день подарил ребятам массу эмоций. Все остались очень благодарны организаторам мероприятия. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Во Владивостоке вот уже 10 лет активно работает ферма морепродуктов. Расположилась она на мелководной бухте Воевода на Русском острове. Подробности у Лианы Михайловой. Ферма специализируется на аквакультуре, выращивая различные виды морепродуктов, такие как устрицы, мидии и другие моллюски. Ферма использует экологически чистые технологии, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции. Здесь круглогодично работают 22 сотрудника и приходят помогать практиканты из разных университетов. Вся ферма занимает на этой мелководной бухте около 75 гектаров площади. В перспективе вариантов развития фермы, по словам директора, очень много. 10 лет мы занимаемся выращиванием морепродуктов в бухте Воевода. То есть нам государство дало воду в аренду, поэтому мы обязаны выращивать по этому договору 4 вида морских продукций. 2 года назад на ВЭФе я торжественно подписал соглашение с Дальневосточным университетом нашим. Мы совместно с ними работаем. Мы освоили, то есть нерест триплоидной устрицы. Это такая, весь мир уже ее выращивает. То есть, если вкратце я могу вам сказать так, что раньше устрицу ели в те месяца, когда буква «Р» есть. То есть это связано с наполнением мяса. Коэффициент наполнения высокий. А триплоидная, она теряет функцию репродуктивности, и поэтому она всегда с мясом. У нее коэффициент наполнения высокий. Поэтому ее едят в любой месяц года. Прямо сейчас мы находимся в помещении, где содержится и выращивается трипанг. Мы можем его здесь увидеть, потрогать, попробовать его внутренности и узнать, как же он тут содержится и чем он питается. Всего внутри баржи находится 16 бассейнов, за которым идет тщательный ежедневный уход. Помимо этого, основная ферма располагается на самой бухте снаружи. За год в среднем здесь производится около 25 миллионов мидий, 10 миллионов штук трипанга и 15-18 тонн устриц. Ферма активно участвует в исследованиях и развитии местного рыбного хозяйства, а также предлагает экскурсии и дегустации для посетителей, знакомя их с процессом аквакультуры и особенностями местной экосистемы. 4-месячный высыпаем на тарелочку шириной где-то 5-6 сантиметров. Ну, зимой, конечно, туристов меньше, но мы работаем круглый год, и туристы у нас круглый год едут, только летом их больше, зимой их меньше. Ну, очень большой интерес у наших российских туристов, как мы выращиваем. Поэтому сейчас, вы, может, видели, группа приехала. Это в основном европейская часть, Москва, там отовсюду едут люди. Поэтому мы показываем, как мы выращиваем, рассказываем все. Всем это интересно. В дальнейшем продукция фермы используется для местной кухни и развозится по всему городу. Любители активного отдыха могут здесь остановиться и наслаждаться свежими морепродуктами. Лиана Михайлова, Владивосток. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Мы и дальше продолжим следить за развитиями событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.